Продавить чтобы кровь вышла. Азы кулинарии, а именно копчение, Ашат Муталиева изучала с нуля, начиная от разделки куриной тушки, заканчивая маринадом и временем копчения. Все начинающему предпринимателю пришлось изучать методом экспериментов. Со временем пришло понимание, каких размеров должны быть куски мяса перед копчением, из чего делать маринад и как долго коптить. Табул чанцы хитцо, но ты да, стучи мариновать, дечхан ачмиюани соленый сок, стехка их соц, а я четвертин колче с харюал. Это на первый взгляд может показаться, что процесс копчения – легкое дело. Взял кусок мяса и закинул в коптилку, а далее аппарат сам все делает. Но это далеко не так. Прежде всего мясо надо подготовить, подержать в маринаде и только через пару дней отправить коптиться. У меня рецепта нет, просто по ходе вот этой работы мы поняли, что к чему, что добавлять, что не надо. Ну а после маринованные куски мяса попадают в коптильню. За полгода женщина научилась с нуля коптить мясо индейки, курицы и бараний курдюк. От цвета хоя джанлька, От идеи до бизнеса один шаг, а вернее один контракт. Мастером копчения Ашат Муталиева стала благодаря интернету, желанию и помощи государства. В декабре 2021 года женщина заключила социальный контракт с Минтрудом и получила 100 тысяч рублей. На эти средства приобрела коптильню и начала свой небольшой бизнес. Установить для того, что заказываешь до тон маснатики аж дошли продукции, рязы бунахтых продукций. Хона джуар беркатте анцох, сукратчи, хам хади бизнес болчнаха, ноқос дик, ноқос тулди ахет сунцох. Социальный контракт – это мера поддержки государства тем, кто хочет начать свое дело, но не располагает финансами. Власти и предприниматели заключают соглашения. Задача соцконтракта – поддержать малоимущие семьи, у которых средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Получить соцконтракт можно по 4 направлениям. Первый – это поиск работы. Второе мероприятие – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это малое дело, свое дело. Третье – это ведение личного подсобного хозяйства. И четвертое мероприятие – это иные меры, осуществляемые для выхода из трудной жизненной ситуации гражданинам. То есть семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации для закупки продуктов питания, одежды, обуви и так далее. Выделяется сумма именно одного прожиточного минимума в месяц для этой семьи. То же самое именно по этим озвученным 2 мероприятиям осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства установлена единовременная выплата 100 тысяч рублей для приобретения техники, оборудования для реализации своего дела. Программа социальной поддержки населения начала работать в Ингушетии с января 2021. За год заключили около 5000 соцконтрактов. На это было выделено свыше 220 миллионов рублей. В 2022 запланировано заключение около 3800 социальных контрактов. На эти цели выделено около 270 миллионов рублей. Муслим Ганиев, Рамазан Зурабов, Новости 24.